Делу время, а потехе час. Именно по этому принципу работают педагоги, номинанты и остальные участники проекта Дека СААС. Каждый новый день расписан до мелочей, и этот день тоже обещает быть интересным. На первом концерте было объявлено зрительское СМС-голосование. Все это время участники проекта с нетерпением ждали его результатов. И через несколько мгновений мы узнаем, кто больше всех смог очаровать зрителей. Должна признать, что результаты голосования менялись каждый час, но и в конечном итоге все же у нас определился лидер, и мы сейчас узнаем, кто это. Итак, 5-е место занимает участница из группы Мирни Асхабовой Сацита Дадаханова. Приглашаем на сцену. Аплодисменты громче. Дальше. На 4-м месте. На 4-м месте в зрительском голосовании участник из группы Зелимхана Дудаева. Магомед Забаев, поприветствуем. На 3-м месте участница из группы Марьям Ташаева и Сациты Шамилевой Милана Эди Султанова. Милана, иди к нам. Итак, первые 2 места. Первые 2 участника, которые в течение всего времени СМС-голосования по очередности лидировали. Милана Тарамова. Милана Тарамова у нас лидировала первые несколько дней. Поприветствуем ее погромче. Это значит, что за нее проголосовало очень большое количество телезрителей. Итак, настал тот самый момент, самый важный и интригующий момент. Имя человека, который в течение 3 месяцев совершенно точно не покинет наш проект. Победителем в СМС-голосовании стал участник из группы Зелимхана Дудаева Ибрагим Джабраилов. Поприветствуем! Ибрагим, поднимайся к нам. Ибрагим, это значит, что за тебя проголосовало самое большое количество телезрителей. Понимаешь, что это значит? Ибрагим, что ты сейчас чувствуешь? У меня дрожь. Ибрагим, у тебя сейчас есть возможность поблагодарить телезрителей. Дересел голосование черно. Даггар Дересел Евдос. Я не ожидал этого поворота. Это для меня шок, можно сказать. Фух, у меня болит. Я думаю, что все мы понимаем состояние Ибрагима. Это значит, что он все-таки смог покорить сердца телезрителей. Ибрагим, честно сказать, вот я не знаю, я каждый день подсчитывала голоса.
И каждый час результаты голосования менялись. Поэтому я думаю, что нам стоит поприветствовать еще раз Милану Тарамову, которая также набрала большое количество СМС-сообщений. И поэтому сейчас я приглашаю на сцену Сациту Шамилеву. Сацита Шамилева, пожалуйста. Поприветствуем Сациту. Аплодисменты погромче. Ваша участница лидировала в первые несколько дней в СМС-голосовании. Что вы об этом можете сказать? Я, конечно, не ожидала, что за Тарамову столько проголосует, но я очень рада. Наверное, зрителю понравилась ее нежная природа в пении, сдержанность ее. Ну, у девочки есть, конечно, фактура, есть обаяние. Спасибо зрителям. Аплодисменты. И, конечно же, я приглашаю на сцену педагога-победителя Зелимхана Дудаева. Просим на сцену. Аплодисменты громче. Я думаю, что это отчасти заслуга педагога. Это неожиданно, но зрителю виднее что-то. В дальнейшем будем работать, будет еще лучше. Я думаю, что он завоюет гран-при. Желаю удачи. Итак, теперь мы знаем результаты СМС-голосования. Мы можем добавить только то, что Ибрагим совершенно точно не покинет наш проект в последующие 3 месяца. Мнение зрителей для нас очень важно, потому что это основной слой, на который нацелена наша программа, наша передача с вами телевизионная. И мы, конечно, понимаем, что оно не может быть объективным, оно довольно-таки субъективное, в принципе, зависит от многих факторов. И ребята должны понимать, что талантливость, одаренность участника – это не самый главный фактор в этом голосовании, а самое главное, насколько активны зрители конкретно каждого участника, насколько они переживают, голосуют, поддерживают, участвуют во всех этих процессах. То, что это стал Ибрагим, для меня неожиданно, честно скажу, но приятно, потому что Ибрагим очень талантливый мальчик, старательный, трудолюбивый. И это тоже немаловажно в нашей работе. Остальным я пожелаю удачи. Призываю болельщиков, других участников, чтобы они были более активными дальше, потому что сегодня, конечно, это был важный этап голосования, но в дальнейшем, когда ребята будут уже убывать, выходить из проекта, для них это будет как бы цена остаться или не остаться в проекте, и это очень важно. Учитывая, что у нас голосование шло только 1 неделю, да, и это неплохой показатель того, что мы первый концерт отработали неплохо. Ребята показали себя хорошо, заинтересовали зрителей. И надеюсь, что в дальнейшем это будет хотя бы на 1-0 больше эта цифра. Не 3000, а 30 000 уже. Конечно, всем участникам хотелось отличиться друг от друга, но как-то так получилось, что я пошел в пятерку. Еще хочется сказать огромное спасибо всем зрителям. Честно, я не ожидала, что я войду в эту пятерку, но я очень этому рада. В основном за меня голосовали все мои близкие и родные, и, наверное, мои первые поклонники. Хочу всех их поблагодарить за идею. Когда мне сказали, что первые дни я лидировала, я была в шоке. Я хочу сказать всем зрителям спасибо, что голосовали за меня. У меня даже не было слов, я был в шоке, когда я узнал, что я стал победителем зрительского голосования. Я благодарен всем зрителям за то, что они голосовали за меня, болели. Огромное вам спасибо. На прошлой неделе определяли первых номинантов
К сожалению, меня не было, у меня был экзамен, но Медни мне сказала, что я тоже номинирована. Я, конечно, очень волнуюсь, постараюсь сделать все, чтобы меня не отправили домой. На ознакомительном концерте, помимо оплошностей по вокалу, было допущено ряд ошибок по актерскому мастерству. А если быть точнее, об этом вообще мало кто задумывался. На следующем концерте номинанты обязаны их устранить, поэтому с ними работает педагог по актерскому мастерству, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Хава Ахмадова. Сейчас мне важно, как ты выйдешь. Я буду наблюдать. И мне не нужно, чтобы ты вот так стоял, а потом запел. Нет, ты уже должен выйти в состоянии того музыкального произведения, которое сейчас нам продемонстрируешь. Хорошо? Первое. Ну, во-первых, текст надо знать. Потому что если ты не будешь знать текст, ты не сумеешь уже импровизировать душой. Если ты думаешь о том, какая следующая строчка, о какой импровизации души и чувств может идти речь? Ему сейчас до букв и до слов. Ему сейчас не до импровизации чувств, душевных дел. Правильно? Однозначно. Теперь смотри, второй момент. Ну, я понимаю, ты текст получил сегодня. Завтра ты будешь знать его, правильно? Хорошо. Второй момент. Я не увидела разницу между куплетом и припевом. Градус должен быть порядком выше на припев. И уже ты должен подавать этот припев, а он тебе сейчас как куплет идет. Любое дело! Молодец! О, давай, рассовано, руки пошли! Она прошла, как поезд полночью. Бежать за помощью, кого винить и как вернуть ее простить. Та-да, была любовь, та-та-да-да-да-да, пошел ты. Очень сильное напряжение чувствуется, что тебе трудно. А мы этого чувствовать не должны. Мы не должны видеть, что тебе трудно. Понимаешь что? Потому что, когда тебе трудно, зритель сидит в зале, испытывает дискомфорт и думает: бедный мальчик, за что же мы его так мучаем? Правильно? Неужто в нем еще вчера любовь была? Была любовь. Ты очень эмоционально спел, любовь была. Поставил точку, я в это верю, я это утверждаю и говорю вам, и готов умереть за свои слова. А потом идет проигрыш. Вот ты сбросил вот это все, да, вот так крикнул, все, отжил, пережил, софиты взорвались, сбросил себя, и под это вот, под эти аккорды ушел в глубину, и на последней вот самой точке должен развернуться, как бы, чтобы тебя запомнили, что это ты сказал, ты отвечаешь за свои слова, как бы, понял? Ушел в глубину и на последнюю точку поставил в зал, понял? Не закрывай глаза! Хореография – это тоже часть нашего актерского мастерства, потому что, когда он не знает, что ему делать, как я ему могу сказать, что он при этом ощущает? Если бы он танцевал, я бы ему сказала, чем жить. Ты
по-европейски, а куплет поешь по-чеченски. Что это значит? О. Координация движения резкая. Руки жесткие. Мне сейчас не интересно, как вы похожи и красиво, и прям вы берете вот эти форшлаги. Мне это не интересно, поверьте мне. Абсолютно. Потому что от природы чеченцы очень голосистые. Меня это не интересует. Меня интересует, что при этом вы чувствуете вот здесь. После занятия по актерскому мастерству никто не спешит уходить домой, ведь впереди неминуемая репетиция. С тобой счастливы, разделяя небо на двоих. Единственное, что я могу сказать, я могу пожелать всем удачи, потому что эти ребята, эти педагоги за такое короткое время моего нахождения здесь стали мне на самом деле все близки. Каждый по-своему для меня уже родной человек. Думаю, что этого молодого человека узнают, если не все, то большинство телезрителей в нашей республике. Ибрагим Джабраилов, участник проекта «Дека СААС», который занимается в группе Зелимхана Дудаева. Тот, за которого проголосовало большинство телезрителей в СМС-голосовании. Музыка – это моя жизнь. Человек, который ни разу не выходил на сцену, никогда не поймет тех чувств, которые я испытал на нашем первом концерте. Когда ты выходишь на сцену для репетиции, все идет как надо, потому что ты видишь перед собой несколько человек. А когда ты выходишь на сцену, на концерт, то ты видишь несколько сотен глаз, которые смотрят только на тебя и ждут от тебя яркого исполнения. И мысли о том, что их ожидания оправдать, сбивают тебя с самого главного. На самом деле этот проект открыл мне глаза на многое. Если до сих пор я пел лишь в кругу друзей, в кругу родственников, то теперь у меня появилась смелость выйти на сцену и заявить о себе. Должен признать, что меня приятно шокировало то, что я стал участником номер 1 в зрительском голосовании. Я даже мечтать не мог о таком подарке от зрителей. Это для меня значит очень многое. У меня не было слов тогда, когда я был на сцене, да и сейчас нету слов, чтобы выразить свою благодарность зрителям, всем, кто голосовал за меня. Еще раз всем большое спасибо. Я уверен, если бы мои родители сейчас были живы, наверное, они гордились бы мной. Маму была мечта, чтобы хоть в чем-то я проявил себя, показал. Она мечтала, чтобы
я выступил, хотя на сцене, в каком-то конкурсе участвовал. Ну, к сожалению, их сейчас нету. В 2012 году, летним сезон это был, отец умер. Месяц и 21 день прошел, ночью мама умерла. Ибрагим никогда не чувствовал себя одиноким человеком. После смерти своих родителей он переехал к своему двоюродному брату, который заменяет ему родного брата. Если был бы у меня родной брат или родная сестра, то вообще хорошо было бы. Но, к сожалению, и их у меня нету. Но зато у меня есть двоюродные братья и сестры, которые заменяют их. Для Амины Ибрагим не просто брат, он же и друг, и ученик, которому она дала первые уроки музыки. С ее помощью он впервые взял гитару в руки. Ибрашка для меня, во-первых, не как двоюродный брат, можно сказать, как родной. Жимол, что инда. Так как у нас родного брата нет, а у него нету сестренки. Вот. Все самое хорошее, самое положительное. Поет он с детства, можно сказать. Первые азы музыки, аккорды, можно сказать, на гитаре лично преподавала ему я. Больше всего я люблю слушать музыку, когда еду на машине. Особенно эту песню. Эта песня мне нравится. صحونا بيلوش سحنا حقي جاه دوغلو زديلوش وسرقوش دلده سونام داخلورا قوليات ستيبولوش حو خيلاس نقبورا. Моя двоюродная сестра мне написала песню, которую я буду исполнять на своем концерте. Я готовлюсь, работаю над своей песней. Я номинирован на 3-й концерт, и у меня достаточно времени, чтобы работать над своей песней. Я сделаю все, чтобы мой следующий выход на сцену запомнился каждому, кто будет его смотреть. Несмотря на все трудности в жизни, с которыми пришлось столкнуться Ибрагиму, он считает себя счастливым человеком, ибо на все воля Аллаха. Ну а мы желаем ему удачи на проекте, да и в жизни тоже. تسلموا ما سيشات قد وضحى